Здравствуйте! В эфире передача «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях министр по делам молодежи и семейной политики республики Афанасий Семенович Владимиров. Здравствуйте. Добрый день, Артемий. Афанасий Семенович Владимиров в 1988 году окончил Челябинский государственный институт физической культуры по направлению преподаватель физической культуры, тренер по хоккею шайбой. В 2006 году получил специальность государственное и муниципальное управление в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, ныне министр по делам молодежи и семейной политики Якутии. Скоро приблизится молодежный форум «Синергия Севера». Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что нового будет в этом году и как вообще он будет проходить. Образовательные молодежные форумы, они проходят на территории всей России. Якутия не отстает. Как участвует на федеральных образовательных площадках, так и проводит самостоятельно. Раньше у нас был Саха-Селигер, мы его проводили. И сейчас в Ортодойду второй год проводим «Синергия Севера». Собираются порядка 400 участников. В этом году направление у нас в основном часть сохранилась, часть изменилась. Мы в этом году обязательно решили включать сферу IT, информационных технологий, поэтому на площадке соберутся молодые ребята, которые увлечены этой отраслью. Второй момент, мы обращаем внимание на привлечение к активной деятельности рабочую молодежь. Те, которые работают на предприятиях, в организациях, в различных отраслях народного хозяйства. Недавно мы провели совместно с профсоюзами образовательный форум «Профстарт». Да, и следующий этап — это как раз «Синергия Севера», где ребята будут не только предлагать свои проекты, но и учиться их защищать и реализовывать. Немаловажный аспект — это работа наших общественных молодежных организаций. И отдельная площадка с руководителями молодежных общественных организаций тоже на «Синергии Севера» будет. И здесь с ними тоже будут работать эксперты как из Москвы, Владивостока, Ханты-Мансийска, так и наши республиканские лидеры. Вот. И одной новинкой это то, что на конкурсе уже «Я инженер», он проводится уже у нас в 4-й раз, примут участие представители Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Со своими проектами они к нам приедут. Вот. Второе, на площадке «Молодые предприниматели» мы проведем свой региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель», и приедут представители Росмолодежи. Они будут отбирать, поэтому я призываю более активно в этих проектах участвовать. Ну и, конечно же, год экологии. У нас площадка «Экология Арктики», и молодые люди будут обсуждать в формате такого диалога, на что нужно обратить внимание, где нужно сделать акценты и какие у нас есть слабые стороны в экологическом образовании, в поддержании нашей природы в доступном, хорошем таком первозданном виде. Вот. Ну и последняя площадка — это касаемо школы волонтеров. Мы готовимся участвовать в Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 45 волонтеров у нас будут там принимать участие. Ну и осенью будем проводить всероссийский слет студенческих строительных отрядов. Там у нас тоже будут работать 250 волонтеров. Поэтому добровольческое движение тоже отдельно у нас в этом году имеет свою площадку. Вот вы сказали про молодежный фестиваль в Сочи, в городе Сочи, который вот уже скоро будет. Как вы к нему готовитесь? Какой состав делегации, каких фишек нам стоит ожидать от фестиваля? Отрадно, что год, объявленный у нас в республике, год молодежи, и проведение фестиваля, Всемирного фестиваля в Сочи совпали именно в 2017 году. Конечно же, это придало особый такой оттенок движению молодежному.
И уже с октября месяца у нас работает подготовительный комитет, в который вошли в основном лидеры общественных организаций. Возглавляет Сысоев Александр, подготовительный региональный комитет Сочи. Мы провели очный, заочный отбор нашей делегации, подошли к этому очень серьезно. Конкурс был высокий, 150 человек, если мы должны представить, то более 800 молодых ребят подали заявки как через автоматизированную систему Росмолодежи, так и к нам в министерство обращались. Экспертное сообщество, которое было создано у нас с участием министерств, ведомств, общественных организаций, проводило собеседование, и сейчас у нас 150 молодых ребят, в основном из всех уголков нашей необъятной республики, из различных сфер, культуры, образования, политики, спорта и так далее. Уже состав этот у нас сформирован, мы ждем подтверждения от Росмолодежи. Направили список. Ну и, как я сказал в предыдущем этой информации, группа волонтеров будет участвовать. Ребята прошли тоже жесткий отбор. Мы их на Синергии Севера будем обучать, и они достойно представят республику на этом большом форуме. Еще одна такая вот очень приятная такая позиция, когда наш национальный вид спорта, масс-рестлинг, будет включен в программу Всемирного фестиваля. Предполагается 6 площадок разместить именно для демонстраций, для проведения соревнований среди участников фестиваля. Тем самым мы, наверное, не только расскажем о своих, как говорится, национальных традициях, но и приобщим молодежь всего мира к этому виду спорта. То есть мы еще один шаг сделаем для распространения нашего вот хорошего вида спорта во всем мире, как масс-рестлинг. В своих выступлениях вы часто говорите о поддержке молодых семей Якутии. Что делается в этом направлении? Какие шаги предпринимает республика для помощи молодым семьям? Программа обеспечения молодых семей жильем, это в первую очередь, она работает у нас давно. Финансируется она из 3 источников, как местные органы власти, муниципалитеты финансируют, так и республика, и плюс приходят к нам федеральные средства. Если в прошлом году, в 2016 году поддержку получили порядка 350 семей, 350 семей поддержку финансовую получили для улучшения своих жилищных условий, то в этом году, в год молодежи, финансирование увеличилось в разы. Мы получили более 350 миллионов рублей из федерального бюджета, в республиканском бюджете заложено 271 миллион, и муниципалитеты более 200 миллионов вложили. То есть в общей сложности более 700 миллионов рублей будет направлено в этом году на улучшение жилищных условий молодых семей. И охват будет составить более 1000, ну, если точно говорить, 1005 семей сегодня готовятся улучшить свое жилье. Или это будет строительство, или это будет приобретение, или это погашение тех или иных ипотечных кредитов, да, которые взяла молодая семья. Это раз. Второе, по направлениям таким, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, идет поддержка тоже молодых специалистов. Выплачиваются подъемные, выплачиваются проездные. То же самое есть в сельском хозяйстве поддержка молодых специалистов при строительстве жилья на селе. Вот. Есть программы, которые тоже по линии сельского хозяйства. Это молодой фермер для того, чтобы открыть свое дело. Зачастую это в большей степени семейные такие вот фермерские хозяйства на это ориентируются и получают финансовую поддержку. Вот. Но в целом мы говорим о том, что молодой человек должен получить образование, соответствующую работу, да, и обзавестись семьей. То есть это самые основные жизненные задачи. И нам необходимо, чтобы ребята, молодые граждане, понимали это, что это
не проблема как таковая, это жизненные задачи, которые нужно уметь решать совместно со своими близкими, родными, совместно с коллегами по работе, ну и, конечно, при участии общественных организаций и органов исполнительной власти. Как вы оцениваете общественную активность современной молодежи, ну и вообще современную молодежь Якутии в целом? Исследования показывают, что активность молодежи достаточно в последнее время растет. В первую очередь молодые люди хотят, чтобы их услышали, их мнение, и учитывали при разработке различных программ. Второе – это участие в политической жизни. То же самое молодежь хотела бы, чтобы их услышали, и их мнение при формировании местных органов власти, представительных органов власти на уровне районов. Сегодня активность достаточно высокая. Вот. Ну и третье, приобщение молодежи к здоровому образу жизни нужно отмечать. Все больше наших студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, в среднеспециальных учебных заведениях, отказываются от вредных привычек и выбирают здоровый образ жизни, спорт. И сегодня активность молодежи, занятия спортом очень высока. Вы видели, как прошли 20-я спартакиада в Верхневилюйске, спартакиада Манчары в Верхневилюйске, и насколько был накал страстей, энергия молодых спортсменов, борьба и так далее. Вот как раз вот это вот показывает сам момент активности молодых ребят. Спасибо, Афанасий Семенович. Вам спасибо. Это была программа «Акцент». До новых встреч.